Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантея, и мы делаем расклад на тему «Хочет ли он быть со мной?». Перед вами, как обычно, три варианта. Пока вы выбираете, не подождите, не торопитесь нажимать на тайм-код. Хочу вам сказать, что напомнит про новинки, и у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, есть идея сделать серию раскладов диагностических, например, по каналу отношений или по денежному каналу. Это будет не один расклад, это будет серия раскладов. Прям отдельный будет плейлист, написано диагностика, да, там канала отношений. Но мы там будем делать не один расклад, как я уже сказала, да, посмотрим, что мешает вам найти любимого, либо что мешает вам вообще построить свою личную жизнь. Или почему вы не можете встретить там своего любимого и так далее и тому подобное. И от вашей активности, от ваших ответов будет зависеть, делать такую серию раскладов или не делать. Это можно сделать на денежный канал и на канал отношений. Вот такой у меня к вам вопросик. И смотрите, напоминаю, что новинки все в описании, мои контакты в описании. Я думаю, вы уже свой вариант выбрали. Первый, второй или третий. Хочет ли он быть со мной? И можете переходить по тайм-коду, а я перехожу к единичкам. Ну что, дорогие мои единички, смотрим вас. Так, и хочет ли он быть с вами? Ответ – да, однозначно тут мужчина хочет быть с вами, хочет продолжать с вами отношения. Так. Дальше давайте спросим, я точнее уже спросила совет карт, как вам, дорогие мои зрители, кверент, то есть, да, вести себя, чтобы отношения развивались, шли, ну, в общем, двигались, были ладными, складными и так далее и тому подобное. Ну, во-первых, вам нужно быть с ним такой рядом с ним красивой, обаятельной, привлекательной, сексуальной, манящей, уверенной в себе. Где-то даже может быть чуточку стервозной, такой остренькой на язычок. Где-то такой вот недостижимой, непостижимой, да, вот чтобы он не мог на 100% понимать и осознавать, что вы его, вот чтобы у него было постоянное желание понимать вас, как бы завоевывать, вас догонять, за вами бежать. Вот такое какое-то ощущение, чтобы вы были немного для него неуловимое и непонятное. Но и в то же время нужно быть с ним достаточно такой теплой, домашний такой, душевный, уютный, чтобы он чувствовал себя с вами комфортно, чтобы он чувствовал себя с вами свободно, уютно. И опять же, да, показывать ему в любом случае свои границы. То есть близко его не подпускать. У вас должно быть свое пространство, у вас должна быть своя личная жизнь, какие-то свои увлечения, подруги, хобби и так далее, работа и так далее и тому подобное. Чтобы человек понимал, что вы живете не только жизнью партнера, да, его, но и вы достаточно самостоятельный, самодостаточный, и у вас полно любых разных других увлечений. Не только он есть в вашей жизни, в общем-то, что он не центр вашей вселенной, что вам, в принципе, интересна и какая-то другая жизнь, не только личная. В то же время отношения должны быть легкие, отношения ни к чему не обязывающие, отношения такие где-то приятельские, где-то, конечно, сексуальные, где-то партнерские, где-то такие дружеские, как друзья, общаться. В общем, такие разные грани, чтобы вы были постоянно разные и постоянно неуловимые, чтобы ему было с вами интересно, задорно, легко, смешно и так далее и тому подобное. Вот почему? Потому что, смотрите, на вопрос, хочет ли он быть с вами, выпала карта собака. То есть, да, хочет, и он прямо это свое желание, такое ощущение, что, знаете, складывается, что он прям вот
сильно хочет, прям вожделеет. И у него есть такое желание отношения с вами охранять, отношения с вами отстаивать, отношения с вами как бы оберегать. То есть поймать вас в свою клетку, поймать вас в свой забор, может быть, даже к себе забор говорю, господи. Смотрю на собачку, думаю о том, что все равно она, это как друг, как охранник, она охраняет какую-то территорию, поэтому и про забор, господи. И поэтому у него желание прям вас оградить. То есть, может быть, даже оградить вас в каком-то вашем общении. То есть и ревность тут тоже может быть. Поэтому вот тут совет вам именно быть свободной и независимой и притягательной, сексуальной, красивой, следить за своей внешностью, за своей подачей и так далее и тому подобное. Как он видит, как будут развиваться ваши отношения, по крайней мере, его взглядом, да, как он думает развивать ваши отношения. Но тут, конечно же, общение. Тут прям такое общение довольно-таки активное. И, конечно, желание интима, желание секса. Ключ очень хорошая карта, то есть, по крайней мере, в ближайшее время мужчина будет развивать отношения вот в русле, наверное, близости какой-то совместной, да, ну, я имею в виду, что это не только может быть интим, конечно же, здесь в первую очередь интим, но еще и некое такое доверие. Все-таки близость это когда ты человеку в той или иной степени доверяешь, да, какая-то грань такая доверия. И вот здесь он намерен прям развивать эту грань доверия, друг друга узнавать, друг друга постигать через интим, через какие-то близкие связи, близкое общение. Отношения он хочет развивать легко, открыто, свободно. Отношения легкие, отношения интересные, отношения такие достаточно динамичные, когда вы можете проводить совместно время, какой-то некий досуг, совместно куда-то выходить. Может быть, что-то совместно новое узнавать, в общем-то, какую-то новизну в отношения он намерен вносить, это однозначно. И продолжать отношения тоже он хочет, потому что держит в руках ключ. Для него это как возможность свою жизнь построить в неком другом новом ключе уже вместе с вами, дорогие мои дамы. Так что обратите внимание. Но учитывая еще и сегодняшнюю обстановку мировую, да, то если вы совместно не живете, совместно не проживаете, то здесь общение может быть через соцсети, через интернет, вот прям довольно-таки активное такое общение. И тут по метле еще может быть желание, которое он вот желает и хочет реализовать, понимает, что вы уже не против, то есть ключ, возможность он это в руке держит, но по метле пока нет возможности реализации того, что ему уже, ну, грубо говоря, да, обещано. Поэтому общение он будет строить довольно-таки активно, довольно-таки динамично. Если совместно проживаете, то тут в любом случае мужчина будет строить отношения в русле вот именно близкого общения. Опять же, да, то, что я говорила ранее, обсуждать что-то, постигать что-то, узнавать что-то и строить отношения легко, свободно, непринужденно, интересно, активно, сексуально. Дальше, дорогие мои дамы, уточнила, будете ли вы довольны развитием отношений? Я бы сказала, да, очень даже. Абсолютно прекрасно. У нас красивейшая триада выпала. Букет, сердце и кольцо, говорящее нам о том, что вы будете весьма, весьма и весьма довольны развитием ваших отношений, развитием вашего общения. В какой бы стадии отношений вы сейчас не были, будь то только недавно познакомившаяся пара, будь то пара, которая вместе проживает, в общем-то, от него можете получать какие-то подарки, комплименты, бонусы, какое-то предложение, причем очень такое большое, интересное, яркое можете от него получить. Тут, конечно, комплименты, тут серенады, да, люблю, не могу, трамвай куплю, тоже такое может быть. Подчеркивать будет мужчина вашу красоту, вашу гибкость, вашу внимательность, вашу какую-то такую сердечность, ваш внутренний мир, как говорится, да, в общем, вы довольны и на сердце радость, на сердце счастье, легкая джазовая походка,
и мир будет вам казаться, либо уже кажется, в довольно ярких, прекрасных, красивых, чудесных и волшебных красках. Так что, дорогие мои единички, больше даже никаких карт тянуть я не хочу, чтобы не испортить нам всю красоту расклада. Желаю вам, чтобы все это реализовалось, чтобы вы получили то, что вы хотите, и жизнь ваша была полна любви, гармонии, взаимопонимания, и чтобы она строилась или вот поймала тот вектор, да, направление такое задала, которое привело бы вас к чему-то большему, дало бы свои прекрасные чудесные плоды. С вами была Старта Сантия. Берегите, любите, балуйте, цените себя и своих близких. Всех благодарю, что были со мной. Кому понравилось, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. А я перехожу к двойкам. Итак, двоечки, смотрим вас. И хочет ли загаданный вами мужчина быть с вами? Здесь, вы знаете, не могу однозначно вам сказать, да или нет. Почему? Потому что тут нет однозначного ответа. Тут сейчас нам карта говорит о том, что мужчина находится в процессе некой трансформации. Мужчина находится в подвешенном состоянии. Мужчина пока сам не понимает, чего он хочет от жизни, и уж тем более не понимает, с кем он хочет быть. Неважно, на какой стадии сейчас у вас отношения, то ли вы только познакомились, то ли вы уже долго вместе, да, то ли вы в кризисе, тут непонятно почему. Карты нам говорят, что он в процессе трансформации. Нет понимания, у него сейчас такая туманность в голове, да, и разум, и сердце ему ответа не дают. Он сам пока не понимает. Дальше спросила у карт, дорогие мои двоечки, для вас, как вам себя следует вести, чтобы отношения гармонизировать, чтобы эту ситуацию, которая сейчас сложилась, нивелировать. Ну что, вам нужно быть, во-первых, мудрой, умной, хитрой, девушкой, женщиной, которая любит себя, которая за собой ухаживает, которая следит за своей внешностью, которая знает цену себе, которая может, если надо, ответить, если надо, промолчать, если надо, где-то схитрить. Девушка, которая дает ему такую, знаете, уверенность, стабильность, некую такую нерешимость. Вот у вас, чтобы он находил всегда уют, покой и некую такую опору. Вот именно в вашем лице. И в то же время, чтобы вы были для него и рядом с ним сейчас такой легкой, непринужденной, задорной дамой, которая с мудростью может отреагировать на его такое состояние, может быть терпеливой, может быть такой, знаете, притаившейся. То есть дамой, вот тут нужно включить разум, мудрость и хитрость. Вот 3 столпа, которые сейчас в вашем поведении должны быть. Ну и, конечно, ваша красота, ваша притягательность, ваш магнетизм, он должен видеть вас такую довольно привлекательную, красивую, прекраснейшую, еще и умную, мудрую даму. То есть активного поведения в его сторону у вас не должно быть. Если он идет на контакт, то вы, в принципе, можете ему ответить. Но опять же, да, с терпением, с чувством, с толком, с расстановкой, с мудростью такой, да, без криков, без шумов, без каких-либо выяснений отношений. Ну вот просто, да, быть такой понимающей, быть терпеливой. И, конечно, внешность ваша должна соответствовать его каким-то, я не знаю, представлениям красоты. Я думаю, что вы сами знаете, каких женщин он любит. Неважно, на какой стадии сейчас у вас отношения. Но смотрите, дорогие, вопросы задала именно в том русле, если вы хотите отношения сохранить, хотите отношения гармонизировать и нивелировать те конфликты, неприятности, которые могли возникнуть в связи с таким его состоянием у мужчины. Так, далее. Как вам вести себя не нужно с ним абсолютно. Не нужно его постоянно дергать, не нужно постоянно следить за ним, не нужно постоянно вот присматриваться, а может быть у него кто-то на стороне, а может быть что-то я делаю не так, а может быть то, может быть. Вот не надо. Не надо этого делать. Не надо
также сеять в нем сомнения и какие-то страхи какими-то своими наводящими вопросами. Не надо, вот чем больше вы будете активничать, чем больше вы будете там требовать от него внимания, ласки, заботы, какого-то там общения и так далее и тому подобное, тем больше он будет закрываться, тем больше он будет уходить в эту глубь, тем больше у него будет эти качели туда-сюда размахиваться, этот радиус, знаете, вот этого движения вверх-вниз, вверх-вниз у него может просто-напросто увеличиться, и он может еще глубже уйти в себя, еще глубже уйти в свои какие-то размышления, анализ и так далее. Вот у нас карта Луна заканчивает триаду. Вот не надо вот прям чем-то настаивать, не надо требовать от него каких-то сейчас исполнения его обязанностей или обязательств. Не надо его там колоть и говорить, вот ты это не сделала, я тебя просила, сколько может. Вот не надо, потому что мужчина все равно на данный момент, если даже он сделает, то он сделает это из-под палки, это может привести все к конфликту, к ссоре и еще большему отдалению, и мужчина еще больше от вас закроется, уйдет в свой домик. Вот такое вот дело. И не нужно навязывать ему свою дружбу, свое внимание или как-то говорить, ну расскажи мне, ну что случилось, как случилось, почему ты такой. Вот не надо ничего такого делать. Оставьте его в покое, пусть он сам в себе поварится, пусть он сам пройдет в себя, и когда он из этой пещерки своей, да, выйдет, я думаю, что он сам вам все расскажет. Когда свет в конце тоннеля у него забрежет, да, то мужчина сам выйдет на контакт. Что привело мужчину к такому его состоянию? Вы знаете, просто элементарная какая-то бытовуха, жизнь, усталость. И, скорее всего, ту цель, которую он перед собой ставил, вот какие-то могли быть просто-напросто неудачи. И причем довольно-таки долгое время могли его преследовать. Ну, жизнь. Бывают моменты взлетов, бывают моменты падения. Вот сейчас у вашего мужчины момент падения. В какой бы стадии отношений у вас сейчас ни были. То ли недавно начавшийся, то ли это букет, цветочек, господи, конфетно-букетный период, вот любой. Да, может быть, вы уже познакомились, да, но мужчина не проявляет каких-либо активных действий по отношению к вам. Я уже сказала, почему и как вам нужно себя с ним вести. Даже если он ушел в подполье, но переждите, подождите, и он все равно выйдет на связь с вами. Вот тут просто ничего такого прям критичного здесь в эти карты нам не показали. Просто показали, что он уже долгое время, скорее всего, просто-напросто не получает того, чего он хочет. Либо наоборот, он делает все, чтобы эту цель свою достичь, чтобы прийти к какому-то результату, но все никак. Все вот пока он в движении, пока в дороге. Нет у него даже намека на то, что вот он может получить уже какой-то выхлоп, какой-то результат. Вот нет. И поэтому отсюда руки у мужчины опускаются, он как-то, знаете, появляются какие-то страхи, которых могло не быть, либо какие-то уже давнишние страхи, которые в нем где-то глубоко сидели. И все это привело к тому, что сейчас он находится в стадии некой трансформации, да, когда ему непонятно, что с его жизнью, что он делает не так, почему все не так, как он хочет и так далее и тому подобное. И я также спросила до 1 мая, выйдет ли он из подполья, выйдет ли он из своей вот этой вот критической ситуации, да, трансформации. Да, однозначно тут выпали прекрасные карты. Карта любовник, лилия и букет. Да, мужчина должен уже прийти в себя к 1 мая. Либо, по крайней мере, он встанет на эту дорожку, да, которая даст ему возможность как бы очухаться, набраться сил, энергии и уже с новыми силами двигаться дальше, постигать какие-то свои новые цели, проекты и так далее и тому подобное. Тут он уже, знаете, почувствует себя таким сильным, привлекательным мужчиной, мужчиной на коне, мужчиной, который может достичь многого, у которого есть и силы, и энергия, и желание двигаться дальше. И начнет уже, может уже выйти в бой вот, по отношению к вам, в отношениях с вами, дорогие мои дочки. Поэтому не отчаиваемся, набираемся терпения. Вот тут я рассказала, да, как вам нужно себя вести.
по крайней мере, совет карт, а там уже решаете вы. И напоминаю, что карты нас не обрекают, это не истина прям в первой инстанции, все равно много зависит от нас самих, и мы каждый шаг это своего рода перекресток, своего рода выбор, который меняет нашу жизнь в ту или иную сторону. С вами была Астарта Сантея. Всех благодарю, что были со мной. И я желаю вам здоровья, любви, благополучия, процветания. Пусть ваша жизнь будет прекрасной, чудесной, полной любви и гармонии. Всех благодарю еще раз, что были со мной. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И увидимся. Ну что, третий вариант. Смотрим вас. И хочет ли загаданный вами мужчина быть с вами? Да, однозначно хочет. Выпала у нас карта «Прекрасное сердце». Мужчина, я бы сказала, даже влюблен. Дальше, как вам нужно вести себя с ним, чтобы отношения развивались ладно, складно, гармонично и так далее и тому подобное. Ну, во-первых, быть с ним, конечно, загадкой. Быть с ним партнером, быть с ним таким другом, на которого он всегда может положиться, быть с ним, вести себя с ним, ну, во-первых, довольно-таки открыто, показывать ему свою расположенность, свое желание быть и общаться с ним, показывать ему свою благосклонность и быть для него такой непредсказуемой. То есть таким человеком, который сегодня может быть одним, завтра может быть другим, послезавтра может быть третьим. То есть надевать такие разные маски, то есть показывать разные грани себя. Я не говорю тут лицемерить, нет, но просто быть такой непредсказуемой, чтобы привлекать его своей какой-то загадочностью, привлекать его такой своим неким таким флером, знаете, чтобы мужчина вас не понимал, чтобы мужчина вас не мог раскусить, не мог понять вообще, какая вы. Сегодня вы девочка, завтра вы женщина, послезавтра вы какая-нибудь мудрая старуха, завтра опять вы какая-нибудь сексуальная такая тигрица. В общем, где-то вот такой вот подход. Но во всех этих своих ипостасях, да, во всех этих своих гранях всегда быть с ним открытой, всегда быть с ним готовой на общение, быть такой, я бы сказала, знаете, какой, с одной стороны, открытой, готовой, наверное, каким-то, не знаю, открытым разговором или еще к чему-нибудь. Но вот давать ему возможность вас чуть-чуть немного, знаете, вот поизучать, но не до конца. То есть вот эту вот тонкую грань, ее нужно соблюдать. То есть давать ему как бы пряничек и тут же бить кнутом. Давать ему пряничек и тут же бить кнутом. Чтобы мужчина не расслаблялся, чтобы мужчина, ну, с одной стороны, чтобы у него было ощущение, да, что он вроде как уже на правильном пути, вроде как он вас уже тут понимает, какая вы личность и что от вас можно ожидать, а вы тут бац, его и опять оглушили, шарахнули чем-нибудь неожиданным, непредсказуемым. Вот так. Но в то же время, да, показывать ему свою мудрость, свою начитанность, свой такой острый ум, что вы далеко не дурочка, да, вы можете быть разной, но потому что вам нравится, потому что вы чувствуете себя вот, да, в таком амплуа легко, задорно. И главное, жизнь вам кажется, или не кажется, неправильно сказала, такой интересной, запоминающейся, такое, которое можно будет потом рассказать своим внукам или правнукам. Но в то же время, да, как я уже говорила, настаивать, прямо транслировать ему свою заинтересованность, свою благосклонность, чтобы он видел, да, что вы с одной стороны не открываетесь, но и в то же время вы заинтересованы в общении с ними, в отношениях с ним, какая бы стадия у вас отношений не была. Будь то уже давнишние отношения, да, будь то только познакомились или там сейчас какая-нибудь стадия конфетно-букетного периода, даже если отношения давнишние, то вот тут можно как бы попытаться делать то, что вы никогда не делали. Немного замкнуться, немного такой вот флер замкнутости, загадочности можно вот
ваш образ добавить. То есть, чтобы он вдруг задумался, почему-то вы вдруг такая, там, к примеру, молчаливая, почему вдруг вы, к примеру, раньше все ему рассказывали, сейчас ничего не рассказываете, а что же с вами произошло, а может быть вы что-то скрываете, а может быть то, а может быть это, ну, в общем, понимаете, да? Дальше мы смотрим, как он видит развитие ваших отношений его глазами в ближайшее будущее. Ну, во-первых, тут, конечно же, это общение. Мосты у нас наводят контакты, да, то есть здесь общение идет однозначно. Причем он видит, что общение будет долгосрочным, долговременным. Вас он видит, опять же, такой прекрасной, чудесной, умной, остроумной, интеллектуалкой, с которой интересно, с которой ярко, с которой весело. Но и в то же время вы такой умный прагмат, хитрый лис, который может достаточно прагматично подходить к отношениям. И он, в свою очередь, конечно же, довольно прагматично подходит к развитию ваших отношений. Он их продумывает, он их простраивает, он их просчитывает, он их анализирует. Причем этот анализ происходит вот прям на какой-то долгосрочный период. У нас выпала карта время, да, и до по карте время Солнца. То есть здесь однозначно отношения, желание отношения развивать в таком достаточно приятном, позитивном ключе. Даже если сейчас мужчина кажется вам немного таким недоступным, если мужчина кажется вам немного закрытым, ну, почему? Потому что он все рассчитывает, анализирует, думает наперед. Думаю, вот самое такое главное его качество — это думать и анализировать все наперед. То есть смотреть, что он может получить в результате, и от этого зависит как бы траектория его движения. Вот сейчас такое ощущение, сигнификатор его вытянуло, а выпала карта горы. То есть мужчина, с одной стороны, закрыт, а с другой стороны, он уже, знаете, так вот заикарился в каких-то своих убеждениях, целях и стремлениях, и уже его не сдвинуть, его только либо обходить, либо хитростью, либо какой-то ловкостью, какими-то, я не знаю, манипуляциями. Только можно уже как бы достучаться и сделать так, чтобы он какие-то свои планы изменил. Дальше. Будете вы, дорогие мои, Господи, довольны развитием ваших отношений. Вот тут, кстати, с одной стороны, я бы сказала, что вы будете видеть траекторию движения, да, этот самый вектор, и он будет вам более или менее как бы вас устраивать, с одной стороны. А с другой стороны, вы будете уже достаточно так мудро и философски подходить к этим отношениям, будете искать уже, не знаю, можете искать подвох. Может быть, вам что-то вас будет все-таки не устраивать, какие-то проблемы, преграды, барьеры все-таки в отношениях они будут. Причем доп. Это карта метла, которая говорит все равно, да, вот тут может быть какой-то момент притирки, который может быть достаточно нелегким, потому что и он, и вы, судя по всему, личности достаточно умные, достаточно остроумные и прагматичные, и нацеленные, да, на то, чтобы жизнь развивалась, ну, как и все мы, да, в том ключе, в котором мы хотим и мечтаем. И вот здесь, скорее всего, могут быть несостыковки, могут быть какие-то барьеры, но как бы то ни было, будете вы искать выход из положения, будете искать компромиссы. Это у нас сад. С одной стороны, отношения открытые, с другой стороны, есть преграды, есть какие-то барьеры, да, которые вы будете в любом случае преодолевать. Тут есть движение, тут люди ищут выход из положения. Вот так и вы будете как бы находиться в постоянной динамике с целью нивелировать, либо вообще уничтожить, изничтожить какие-то вот эти вот ваши барьеры или преграды, которые могут образоваться. Но вектор и движение, направление отношений будет задана как бы уже на, во-первых, на длительный срок, как мы видим, да, по крайней мере, сейчас на данный момент у него такие планы в голове, а во-вторых, он уже задан, и движение идет в направлении именно развития отношений. И у вас, и у него, судя по всему.
Да, вектор такой серьезный, нацелены на то, чтобы отношения развивать. И будут какие-то предложения в вашу сторону, будут какие-то бонусы, подарки. Ну, в общем, ничего больше не хочу тянуть, никакие доп. Карты. Хороший расклад. Не без, конечно, каких-то, опять же, да, притирок, но всякое в жизни бывает. И я вам желаю благополучия, любви, гармонии, процветания, удачи, счастья. Берегите, любите, балуйте, цените себя. Кстати, самое главное — здоровье вас и ваших близких. С вами была Астарта Сантия. Пожалуйста, как обычно, кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и увидимся.